Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Послание небес. Что хотят вам передать небеса? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Небеса вас видят, небеса вас слышат. Я вижу, что вы о чем-то просите. Просите какое-то скорейшее исполнение. Есть просьба, есть обращение. Мысленно, либо вслух, в виде молитвы, вы обращаетесь к небесам, и есть какая-то конкретная просьба. Небеса слышат и небеса видят. Но, мои хорошие, то, что вы хотите, то, что вы просите, сейчас вам, к сожалению, в ближайшее время, когда вы хотите для себя, сегодня, сейчас хочу, пока вам это недоступно. Надо немножко подождать. Немножко. Я не могу сказать, сколько. Здесь этого не показали, потому что вы все разные. Но в общем ситуация идет какая-то неблагоприятная, для того, чтобы ваша просьба, ваше желание исполнилось. Либо время не пришло, либо нет сопутствующих обстоятельств. Не надо отчаиваться, не надо так сильно переживать. То, что вы хотите, оно будет. Либо то, что вы просите, вы получите. Вот чего бы это ни касалось. Но не сейчас, а чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже, у кого-то через месяц, у кого-то через 2, у кого-то через 3, но не более чем полгода. Вот чтобы вы для себя понимали. Да, сроки, конечно, не маленькие. Особенно если нужно было еще вчера. Но тем не менее, здесь небеса говорят: все видим, все знаем, все слышим, ты все получишь, но подожди. Просто подожди. Так, следующий момент. Страх за какого-то человека. Кто-то боится за детей, кто-то боится за любимого, кто-то за родителей. За кого-то вы переживаете. За человека переживаете. Здесь высшие силы говорят: под нашей защитой, твоими молитвами и под нашей защитой с этим человеком плохого не будет. Не будет. Да, могут быть какие-то волнения, могут быть переживания и даже какие-то острые моменты могут быть, но плохого, трагедий, каких-то бед, этого точно не будет. У человека очень сильный ангел-хранитель, плюс еще ваша любовь, переживание и плюс еще воля высших сил. Плохого не будет. У этого человека другая судьба, у этого человека долгая жизнь, у этого человека еще впереди, знаете, сколько достижений, сколько там всего запланировано. Так что переживать не надо, не надо. Не надо себя так изводить. Хотите человека защитить, помолитесь за него. Но убиваться, нервничать, рыдать, бояться, этого делать ни в коем случае нельзя. Это прежде всего вредно для вас. Для вас, для вашего здоровья, для вашего иммунитета и для вашей энергетики. Так, следующий момент. Здесь высшие силы обещают вам какую-то дорогу. Дорога, причем дорога туда и обратно. Дорога это какая-то внезапная. То есть к этой дороге вы не готовитесь, вы об этом не думаете, вы даже не предполагаете. Но придется куда-то идти, либо ехать. Это очень важно. И очень важно для вашего будущего. От этой дороги ни в коем случае не нужно отказываться. И ни в коем случае нельзя избегать этой дороги. Нужно принять ее как данность, осуществить, как говорится, жить дальше. Это должно быть в вашей жизни. Я не могу сказать, почему и зачем, но здесь вот именно настоятельно, да, вам советуют свыше
ехать, либо идти. Так, еще взаимоотношения. Здесь люди очень сильно ругаются. Постоянно какой-то накал страстей, какая-то напряженка между вами. Здесь уже люди, знаете, в шаге от ненависти находятся. А кто-то уже этот шаг даже практически совершил. Да, тут обиды, здесь какие-то, вот знаете, ну хорошо, нехорошие мысли, да, назовем это мягко, да, нехорошие мысли по отношению друг к другу. Мои хорошие, вы друг другу судьбой данные. Как бы вы там друг друга не материли, какие бы там у вас не были там планы мести, либо там, а я тебе докажу, а я вот так, а я вот так, никуда вы друг от друга не денетесь. Вы друг другу учителя по жизни. Вас специально вот в пару так поставили, чтобы вы друг друга учили. Мужчина учит женщину, женщина учит мужчину. Чем раньше вы научитесь принимать друг друга вот такими, как вы есть, и перенимать друг от друга какие-то манеры, поведения, отношения, тем быстрее улучшатся и нормализуются ваши отношения. Никуда вы друг от друга не денетесь. Никуда. Вот что вы там себе не думали. Даже если вдруг вы сейчас там разводитесь и даже разъехались в паузе, находитесь, не общаетесь, между вами тишина, вы все равно обратно потом сойдетесь. То есть у вас одна дорожка идет. По крайней мере, на ближайшее обозримое будущее у вас одна дорога на двоих. Так, следующий момент. Женщина очень переживает за личную жизнь, за личное счастье, либо свое, либо, ну, допустим, дочь, внучка, может быть, там, сестра. Да, очень переживаете вы. Одиночество, да, одиночество. Боитесь вы одиночества, не хотите быть одинокой, либо не хотите, чтобы кто-то из ваших девочек был одинокой. Значит, девчонки, всему свое время. Мужчина, он есть. Ваш будущий муж, он есть. Либо будущий муж вашей дочки, он есть. Просто он еще в какой-то временной петле застрял. Он до вас дойдет, да, придет, он найдет дорожку к вам. Его надо дождаться. Не надо тратить свои силы, свои, как говорится, ресурсы на непутевых мужчин, либо мужчин, которые априори вам не подходят. Да? Не надо абы с кем. Дождитесь своего. Одна вы точно не останетесь. Вот половиночка ваше сердца, вот оно у вас, и другая половиночка у него в руках. У вас идеальное сердечко получится, когда этот мужчина к вам придет, до вас дойдет. Есть ваш мужчина, есть воссуженный, ряженый. Просто немножечко, знаете, как заблукал. Еще найдет свою дорожку, еще придет. Так, еще какая-то плохая женщина, ну, действительно плохая, зло вам какое-то причинила. Зло причинила, вам плохо, а ей хорошо. Справедливости, да, на ваш взгляд, несправедливости, или вы не понимаете, как так может быть. Я человек хороший, но моей же добротой меня же и бито. А эта женщина очень плохая, и никакого возмездия, никакого наказания, живет, процветает. Как такое может быть? Мои хорошие, не расстраивайтесь, не переживайте. Да, нам, людям, простым смертным, это сложно понять. Но высшие силы, они очень мудры, они очень благородны. И таким оступившимся людям, плохим людям, до последнего дается шанс. Шанс на то, чтобы эти люди осознали свою вину, свою ошибку и покаялись. Человеку дается там время. И если он в назначенное время не кается, не пытается искупить свою ошибку, ну тогда начинают спрашивать. С этой женщины еще спросят. Еще спросят так, что вам ее будет жалко. Представляете, вам эту женщину будет жалко. Вы будете думать, какая страшная судьба, ну не дай бог, да. Вот так будете думать, еще пожалеете ее. Сейчас у вас к ней претензии, да, запрос на справедливость, а в будущем вы будете ее жалеть. Потому что я не вижу, чтобы эта женщина раскаялась. Наоборот, она, знаете, в этой своей безнаказанности, в этой своей наглости, она все так прям обороты набирает, да? Творит зло направо и налево. Ну, с нее спросят, не переживайте, не переживайте, еще будете ее жалеть. Так, дальше идем. У кого больной ребенок? Здесь больной ребенок. Болезнь не какой-нибудь там ОРВИ, а какая-то серьезная
болезнь, которая, я так понимаю, не лечится. Может быть, что-то вот врожденное, генетическое, да, такое состояние. И у вас очень серьезная обида на высшие силы, на то, что именно у вас родился вот такой больной ребенок. Сын, дочь, либо внук, внучка. Да? То есть претензия. Вы не понимаете, да, что этот маленький ребенок успел такое сделать, что родился вот с таким тяжелым заболеванием либо состоянием. Мои хорошие, этот ребенок мученик. Мученик. Причем мучается за весь род. Душа этого ребенка до воплощения уже выбрала такой путь. То есть душа знала, что ей предстоит пережить. Этот ребенок пришел в вашу семью не просто так. Его появление — это, страшно говорить такие вещи. Я сама мать, да, это страшно. Но с вашего рода будут сняты все грехи. Вот со всего рода. С тех, кто был, и с тех, кто еще будет. Вот этот ребенок, он себя как жертву приносит. Да? Он мученик, за род мучается. Душа изначально знала, на что идет. То есть тут вопросы не к высшим силам. Здесь немножко другие энергетики. Здесь скорее вопросы нужно задавать своим предкам, которые позволили себе так запятнать честь рода. И должна быть благодарность ребенку за то, что он за всех крест несет, грубо говоря. Это ужасно. Я не знаю, какие такие вещи можно говорить. Я еле себя сдерживаю. Держитесь, моя хорошая. Я вижу, что вам будут помогать. Вот именно с ребенком вам будут помогать. И высшие силы будут помогать, и добрые люди вам будут помогать. Какая-то помощь вам будет оказана. Помощи будет достаточно, чтобы жить и жить достойно. И вам, и вашему ребенку, либо внуку. Это будет. Так, следующий момент связан с какой-то активностью. Здесь кому-то из вас, мои хорошие, высшие силы пророчат популярность, известность. У вас над головой корона, и причем люди вам эту корону надевают, да, как признают вас лучше, чем они. Да? То есть они говорят: ты лучше, чем мы. Ты наше светило, да? Мы перед тобой тут преклоняемся. Оденут на вас корону. У кого-то, может быть, даже в прямом смысле слова, да? За какого-нибудь принца замуж выйдете и будете королевной. А у кого-то отыграется, что вы, да, своим умом, своими какими-то талантами выбьете себе такое вот место под солнцем. Будете популярным, известным человеком. Кто-то получит международную популярность, известность, а кто-то в узких кругах, например, да, по профессиональной линии. Кто-то станет известным, там, не знаю, певцом, певицей, там, актером, актрисой, там, блогером, может быть, там, публичной личностью. Кто-то станет политиком. Да? У каждого по-своему отыграется. Но вам именно люди передают эту корону, да, на вас надевают и говорят: вот ты теперь наш король, либо наша королева. Талантливый вы человек, талантливый. И у вас есть, знаете, именно не у вас, а в вас есть что-то, что вас отличает от других людей, и что другие люди должны наследовать за вами, либо стараться быть похожим на вас. То есть вам есть что передать, либо чему обучить других людей. Да? И вы посредством этой своей популярности, вы действительно будете примером для других, либо вы сможете творить добро в помощь другим людям. Так, следующий момент касается вашей работы. Кто-то очень хочет работать, но либо не знает где, либо есть проблемы, вы не можете устроиться на работу. Опять же, это вы, либо кто-то из ваших близких. И здесь переживания идут. Переживания, да, что не получается. Не получается устроиться на работу, не получается заниматься тем, чем я умею, хочу заниматься. Может быть, еще плюс ко всему там какие-то финансовые проблемы, да, нехватка денежных средств. Просто какая-то тревожная обстановка, ситуация в семье, либо у вас в сердце, в голове. Мои хорошие,
Здесь небеса говорят, что работа, либо призвание, ваше призвание, найдет вас само. Здесь вас как будто бы разыскивает, да? Работа вас разыскивает, либо какой-то человек вас разыскивает, именно вас, да? Вам будут предлагать. Это либо случайность идет, либо действительно вот целенаправленно человек идет к вам на вас. Работа будет, реализация будет. Если вы хотите работать сами на себя, там какой-то бизнес свой открыть, да, какое-то дело свое наладить, организовать, появится тот, кто будет вам в этом помогать. Ну, например, человек может в вас поверить и вас проспонсировать. Либо человек может быть вашим партнером, да, бизнес-партнером. То есть не в одиночестве, но с кем-то. И опять же, если работа, то вас находят. Либо работа вас находит, либо какой-то человек вас находит, предлагает. То есть это будет, обязательно будет. И вы будете очень довольны. Вы будете на своем месте. Вы будете любить то, что вы делаете. И вам будет и комфортно, и приятно работать, да, зарабатывать. Кто своим бизнесом займется, я вижу, что вы начинаете с каких-то мелких, небольших оборотов, да, а потом вы будете увеличивать. И у вас не только увеличение идет, да, по вот этим кольцам, а еще и как вы будете захватывать все новые и новые зоны влияния. Да. Вы начинаете, например, заниматься чем-то одним, в процессе понимаете, ага, у меня получается, мне нравится, возникает еще какая-то идея, вы начинаете, значит, как вот корневая система у дерева, да, вы тоже начинаете вот так разрастаться. Все больше и больше сфер бизнеса начинаете охватывать. Это, кстати, очень интересно. Много вы добьетесь, большие высоты возьмете. Главное, верьте в себя и возьмите себе за правило всю основную сложную работу, либо ответственную работу, либо делать самостоятельно, либо проверять за другими. То есть у вас не должно быть такого слепого доверия, что я вот кому-то доверился, либо доверилась, и там человек делает, и я как бы туда не лезу. Вот так нельзя. Вы должны быть в курсе всех событий, и вы должны все это проверять и перепроверять. Так что, мои хорошие, все будет. Главное, чтобы вы не опускали руки, не сдавались и шли к своей мечте, к своему желанию. Так, еще один очень важный момент касается какого-то дома, какого-то земельного участка. Может быть, это какая-то дача, может быть, это дом, квартира, может быть, даже, да, вот ваша, в вашей собственности, либо в чьей-то собственности, а вы на это претендуете. Но как бы там ни было, вы, во-первых, без крыши над головой не останетесь, это раз. Во-вторых, вам быть собственником либо собственницей жилья, то есть, знаете, вот как с документами, да, где будет написано ваше имя, что вы собственник. И какие бы сейчас обстоятельства не были в вашей жизни, да, все бывает, да, у кого-то дом сгорел, а кто-то волей судьбы, да, там, лишился своего жилья. Может быть, у вас в принципе не было своего жилья, и вы понимаете, что навряд ли вы его купите. Да, с таким ценником, который есть на рынке, навряд ли, да, вот, не по карману мне купить жилье. Вы уже как заранее говорите, что нет, скорее всего нет и не будет. А высшие силы говорят, что будет. Вы будете собственником своего жилья. И по факту, и по документам. Это в вашем будущем. Каким образом, не показано, но то, что вы в своем домике, и это именно ваш домик, ваши стены, ваша крыша, это точно. И еще один очень важный момент, важное послание касается вашего здоровья. Вы себя не бережете. Вы не уделяете себе достаточно времени. Вы не заботитесь о своем здоровье. Вы что-то делаете на вред себе, своему здоровью. Допустим, у кого-то есть хроническая болезнь, а вы вместо того, чтобы пытаться с ней справиться, вы ее еще больше запускаете. Да? То есть вы так рукой махнули, типа, будь что будет. Кто-то злоупотребляет вредными привычками. Кто-то, например, живет в постоянном стрессе, который тоже разрушительно действует на весь организм. Мои хорошие, здоровье нужно беречь, максимально беречь. Это самая большая ценность в вашей жизни. Деньги приходящие, уходящие. Да?
Какие-то события, ситуации, они как пришли, так и ушли. Да, их может быть огромное множество в вашей жизни, а здоровье оно одно. Здесь даже как просьба, да, чтобы вы в первую очередь заботились о своем здоровье, а потом уже все остальное. Боритесь за себя, боритесь за свое будущее. Все это в ваших руках. Все в ваших руках. Не усугубляйте свою ситуацию. У вас впереди очень долгая, длинная жизнь. Да? Пусть она будет еще и качественная. То есть, когда человек здоров, когда человек полноценен, то и жизнь ему идет в радость. А именно здоровье – это зона вашей ответственности. Все, что вы можете, пожалуйста, сделайте для себя. Если есть вредные привычки, прекращайте. Хотя бы потихонечку начинайте от них отказываться. Если вы живете в постоянной депрессии, стрессе, выводите себя из этого состояния. Либо самостоятельно, либо посредством специалистов. Если у вас какие-то заболевания, еще и хронические заболевания, ищите методы, способы купировать, либо вовсе избавиться. В наше время все возможно. Здесь как человек в силу обстоятельств, да, на себя вот так, знаете, положил большой и толстый и думает, и мне уже все равно, да, у меня там другие задачи, у меня там дети, у меня там внуки, у меня там денег не хватает, да, как-нибудь. Так делать нельзя, это очень плохо. Берегите, пожалуйста, себя, цените себя и боритесь за себя. Высшие силы со своей стороны все, что могут, для вас делают. Вас не оставят. У вас очень, кстати, мощная энергетическая защита от высших сил. Очень мощная. Но то, что зависит от вас в плане, вот, например, здоровья, да, вы тоже должны делать. Вы также должны себя сами, как говорится, спасать. И не надеяться на кого-то, либо на что-то, либо само пройдет. Нет, так это не работает. Так, мои хорошие, берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.